Нет, интервью внизу возьмем, там ветра нет. Михайлов Николай Трофимович. Я приехал из города Ижевска, являюсь верховным жрецом традиционных удмуртских верований Удмурт-Вэщ. Пожалуйста. Организация наша создавалась в 90-е годы. Во главе организации, создателем организации был известный удмуртский ученый-просветитель Альберт Алексеевич Разин. Имя это известно сегодня многим и правозащитникам, и религиозным деятелям, и всему прогрессивному человечеству. Основные задачи, цели и задачи организации. Задача организации, мы видим, что идет о разрушении человеческого духа на всех уровнях. Естественно, мы, последователи традиционных удмуртских верований, озабочены этой ситуацией. И свою задачу видим в том, чтобы сегодня народ мог найти в природных верованиях поддержку, опору. Потому что когда народ утратил веру в духовные силы государства, официальных религиозных организаций, но без веры, без поддержки сложно бывает человеку. Вот в этом я вижу свою заглавную задачу – быть поддержкой своему народу, в его духовных исканиях, его стремлении обрести Бога в себе. А вот какие мероприятия проводит ваша организация? Традиционно мы проводим каждый смену сезонов обряды благодарения. Мы благодарим все высшие силы нашего Инмара, других богов за то благоденствие, которое присутствует в жизни нашей, природе. Зимой мы проводим обряд благодарения источникам воды с 3 мест, с 3 родников. Жрецы разных районов привозят воду. Мы из этой воды варим кашу, кормим наших богов, угощаем, сами угощаемся, угощаем всех, кто приходит на наш праздник. А летом у нас тут весной, примерно чуть раньше, чем сегодня, у нас проходят праздники Нового года. Баджимнунал, большой день или великий день, это обряды в календарном цикле, они совпадают с Пасхой. Это обряды Нового года, обряды новой жизни. А летом у нас обряды Гербер, когда мы благодарим уже то, что посеяно, чтобы взошло, чтобы пришли вовремя дожди. Осенью обряды Сижил Юмшан, когда мы благодарим уже природу и землю за то, что мы получили такой богатый урожай. Вот таким образом. Спасибо. Как велик день, да, у нас вот Кугечи называется. Мы это сохранили, и которые связаны все-таки с космическими явлениями, с природными явлениями. Мы же ведь люди Земли, люди, можно сказать, ну как правильно это сказать, все-таки наследники Бога на земле, по нашим поверьям.
Изучая древние религии, начинаешь понимать, что Бог создал ведь человека не просто по образу и подобию, а образом вечного бытия своего. То есть своим наместником на земле нас поставил. Учиться праведности жизни и притворять в жизнь то, что Он задумал. Замысел Бога на земле притворяют люди. А как они могут притворить, забыв о своих древнейших знаниях, то, что нам было дано, и мы передавали с поколения в поколение. Сейчас это, можно сказать, в какой-то мере утеряно. Но это сохранилось в фольклоре народов, малых народов. Поэтому мы все-таки не можем оторваться от своих родовых связей. Если мы это потеряем, то как мы будем жить дальше? В качестве кого? Мы же в качестве все-таки чела вечности здесь находимся. Как еще правильно это тут сказать? Каждый человек напрямую связан с космосом, со Вселенной. Каждый. По хромосомному аппарату наследственности, передачи информации. Ведь наши мысли отображаются во всей Вселенной. И какие это мысли? Праведные, неправедные, они там отображаются и отображаются обратно, принося или боль, или страдания, или счастливую жизнь. То есть мы же должны так формировать тоже и детей этому учить, передавать наши знания. А знания всегда передавались из уст в уста. Наука этим сейчас не занимается, она все-таки основана на учениях древних философов Греции и других философов. Но почему-то наши философы забыты. А философию, слово, если перевести на дословный русский язык, получается, это любовь к мудрости. То есть мудрость наших предков передавалась из уст в уста. Вот чем мы сейчас и занимаемся, поднимаем из глубин наших вот эти знания. Вот сегодня, если вот такой праздник здесь отмечается, да, это Кугеча, да, как я говорю, по-нашему, то это тоже ведь связано с культами наших предков. Я еще хочу сказать об одном. 1 мая – это культ наших древних предков, культ встречи. Как бы открываются врата с потусторонним миром, и мы привечаем наших предков к столу. Этот день вообще отмечался гуляниями. Гуляниями всех народов, которые выходили на природу, отмечали. И вот этот год в одном дне отмечался. С утра и до вечера праздновали гуляния, кушания разные тоже готовили. И вот этот великий день, скорее всего, подходит как раз к этому поминовению. Немного Можно сказать так. познакомьте нас с вами. Кто вы, фамилия, отчество, кем работаете? Я Григорий Никитич Черняев. Сейчас работаю в сельхозпредприятии, директор сельхозпредприятия. Йошкар-Оле? В Марийской. Марийской республике. Да. Выращиваем овощи, занимаемся овощами. Ну и занимаюсь также и вопросами культурного наследия. Вот. Все-таки надо это сохранить для наших предков, детей и внуков. Чем я и занимаюсь сейчас. Я являюсь еще председателем Совета старейшин общественного движения «Трезвая Мария». Также через «Трезвую Марию» мы претворяем в жизнь вот эти знания. Все-таки отрезвление народа – это приоритетная задача. Очень такой мощный сейчас идет наплыв алкоголя и табака везде. И чтобы человек потерял разум, и чтобы можно было им манипулировать, создаются вот эти, в общем, все точки алкогольные, которые и днем, и ночью не закрываются. А это уже геноцид народа. Не только вот Марийская, Чувашская и другие. Это повсеместно идет. По всей России это. И все вот те преступления, которые совершаются именно на почве наркотизации населения. Потому что отключается психика уже, которая работает, ну, сознание работает.
А в подсознание может закладываться любая программа. И на уровне подсознания человек неосознанно идет на преступление. Потом уже, когда отрезвев, он осознает, что он натворил. И поэтому у нас даже наука это не рассматривает, и медицина это не рассматривает. Почему? Это в первую очередь надо рассматривать, что алкоголь есть средство управления, манипулирования сознанием масс людей. Вот к этому надо очень серьезно относиться, и правоохранительные органы тоже должны на этом акцентировать свое внимание. И вообще полный запрет на продажу алкоголя должен быть повсеместно. Ведь еще до революции, наверное, многие помнят, когда были алкогольные бунты. Была именно война, это не бунт, это война была против алкоголизации в то время. Об этом молчат, и об этом и Толстой говорил, и многие наши известные люди об этом говорили. Но это все умалчивается. Это открыто надо говорить. Война не только пулеметов, автоматов, это война и алкогольный геноцид. Это тоже война. Гибнут, можно сказать, рождение при алкогольном зачатии уродов, больных людей. Это следствие этого. И медицина об этом не говорит, потому, может, и не знает, а может, их этому и не учат. Вот эти знания тоже нужны. Чем мы и занимаемся, Трезво Марил. Спасибо. Селентай Русалина Викторовна, я приверженец традиционной чувашской веры. Сегодня у Чуваши великий день. Этот великий день справляется испокон веков. Он обозначает начало посева, начало обработки земли, так как чуваши являются земледельцами, поэтому для них этот праздник очень важен. И этот день этот праздник будем отмечать традиционно, используя все обряды и традиции древних чувашей, стараемся не отклоняться и все делать прямо по схеме, как это делалось в древние времена, чтобы сохранить именно этот обряд. Игорь Алексеев, да, Асуан Япа, Плещ, Асуан Гизечнич. Пирин, Халахра, Манипур, Пызыку, Явзем, Кашнирнигун, Дечиш, Тасихрин Каубар, Шимек Уяви, Кашнирнигун, Тепишана, и ты Уявземде, Мангунда, Шавах, Кашнирнигун, Терепар, Хавалдан Балкона, Хальченде, Шав, Явана, Тицабрапа. Вара паян кишнернигун, каум эрнив сленеть, каум эрнивал юнгун, ирнернире юнгун пушваннал, анер кечен каум куни полна юнгун, паян вара мунгун евапар. Вара шау мунгунанде пая суйвана шпаян югуна, шамбек манжинзень. Пушу венже ситуация, на уявама шучана укра сигарет пуле, шамбанде уе паянги на суивана, паян хивелегун, вайхун, ожигун, мунгун уявама чи вайхун. Паянчак, если кегетсе барагане булам пенембек, калазабарга мен да паргурбан. Ну, чинбек калазан гетсе параганы Пенембеке пулмас, Ну, мана пирень шельплинь Федор Иванович Кары пирень, мара Дмитрий Матрова пушма, Иерусалимна пушма, и там Хамасиндем ужап сире ужап дизе, варанде Парленде и вир шау паянги куна мангуна терешин. Паян мускенуске блоки, сурух кузапора, мен да паршана калазабаретна, мен мускенуске лузетерни. Кашнигу, кашнижу,
шаг уявы иртетни. Ташни жол, кунда полынна, сурға пусна, шау евана танас марни зенде, ужугда, шау мегех, сурух тагат уянза, тагине халь пузапыр, шубеп шерепер, келезем талапыр, келезем калатпыр, тура азынзанде, тура пуш шапса. Мы тумал подра почему отлапыр. Тогда будет. И это тоже для нас помощник, когда вы сможете правильно донести информацию. Меня зовут Танаков Виталий Дмитриевич. Я сейчас проживаю в городе Йошкар-Ола, на пенсии, пенсионер. Так возглавляю общину марийской традиционной религии в городе Йошкар-Оле, незарегистрированную, мы не регистрируем все. И появляюсь председателем Совета старейшин Республики Мария. Ну, как вы здесь оказались? Ну, я здесь Да. Федора Ивановича знаю уже 30 лет, не меньше. Мы с ним впервые встретились на конференции, которую я проводил где-то в 96-х годах. Туда на конференцию впервые собрались и татарские, и чувашские, и с Мордвы были, и с Москвы были. Проводили конференцию, такую организационную по формированию традиционных религий народов России. Это начало было заложено в городе Йошкар-Ола, куда даже приезжал Константин Петров. Его, как звать-то? Петров был такой, Да. генерал-майор. Вот он даже приезжал со своей концепцией, тогда еще не поддержал. Вот откуда мы его знаем. И сюда я приехал тоже. Летом было в Мадурову посмотреть на его пирамиды, что, как построили. Вот такой вот. Но мы... Ох, ребята, чуть-чуть, это самое, подождите, пожалуйста. Мы этот день, праздник называем Монгун. Это великий день. Значит, если дословно перевести, вы немного расскажите о марийском. Вот. У вас же тоже аналогичный же есть. Здесь надо более шире рассказывать. Что такое праздник? По-марийски это пайре. Не только это по-марийски, это во многих языках есть такое понятие пайрем, пайрем, пайрем. Есть даже субличность марийской космологии, anga пайрем. Герман Вирт, немецкий философ, говорит, год есть Бог, время есть Бог. И вот я более шире расскажу в контексте вот сегодняшнего дня. По-марийски юмо – это Бог. Ю – энергия, мо – это генератор энергии. То есть Бог – это источник, генерирующий энергию. Энергию ю. Ю-энергию. И вот когда он энергию источник генерирует ю-энергию, то проходит при движении ю-энергии, возникает пространственно-временной континуум. И вот в этот континууме образуется энергетический бульон ЮИ. И вот это вот ЮИ, праздник энергетического бульона образования, масленица по-русски, а по-марийски юарня. То есть марийцы тогда уже начинают праздновать то, что Бог нам начинает формировать энергетическое начало, из которого начинает возникать уже планетарная система, солнечная система. Все твердое, то, что есть в anga-варем. Вот то, что сейчас вокруг нас мы видим, солнце, небо, космос, звезды, есть такое космическое начало в марийской космологии, это anga-варем. Вот это варем, это праздник. Вот он, руководящее лицо вот этого праздника, у нас anga-варем есть, божественная субличность. Его называют даже первый, как бы первый заместитель Всевышнего. И вот сегодняшний вот этот вот праздник, Кугейче, Великий день, он считается по марийской космологии отделение света от тьмы. Видите, образовалось энергетическое начало, образовались
свет и тьма появляются. И потом, после этого, через 50 дней, через 50 дней образуется планетарная система. Это называется по-марийски Мланде Шочмакечи. По христианской идеологии она Духов день называют они. И после него начинается образование, уже видите, система такая, отделение света от тьмы, образование Солнечной системы через Мланде Шочмакечи, а затем образуется уже все живое на Земле. Вот Ильян Кечи, Ильин день, потом они нам, как бы христианство говорит, потому что Ильин день. А это по марийской космологии Ильян Кечи. А что такое Ильян Кечи? Божественная сущность направляет свою энергию чон, душу, и она вкладывается впервые, начинается в зерно. В зерно, понимаете? И даже когда, вот, допустим, посеяли люди, начинает рожь колоситься, то по марийской традиции нельзя было ни петь, ни плясать, даже стирать нельзя. Почему? Потому что говорили, что Бог то есть шаркам полта, то есть душа божественная вселяется в хлеб. И вот, когда первые появляются всходы, люди, то есть не всходы, а при всходе тоже шли на поля, молились, чтобы было хороший урожай. А когда вот колоситься начнется, уже шаркам полта, то есть набирает уже, берет божественная душа вселяется в хлеб. А когда первый хлеб появляется, вот они начинают молиться. Это где-то второй Ильян Кечи называется. Или по христианству называют его Ильин день. То есть наложили они на наши праздники свои Ильин день, Ильян Кечи. И вот эта душа впервые появляется уже Ильян Кечи. Потом праздник Саска Ильян на плоды. Душа переселяется на плоды. Идет инкарнация. Начинается от хлеба на плоды, потом мюкш Ильян, на мед, на пчел, потом соска, потом идет кайкбус Ильян на птиц, на животных, и так доходит уже шор-йол. Шорок-йол так называют, шор-йол. Это уже последние праздничные действия в ансамбле, как называют по-русски, это святки. Старое все отбрасывается, и опять по новой начинается круговорот. Почему называют Герман Витте, что время Бог, он называет в наше время, и заканчивается его шор-йол, шор-йол. Шор это значит грязь, йол это новый шаг. То есть отбрасывается грязное старое, опять человечество переходит на новый шаг. И вот это вот я вам объяснил, что такое праздничное действие сегодня. Это всего лишь промежуточное движение божественное. И вот этот весь год мы соблюдаем. Раньше ведь не было календарей, допустим, вот календарь, вот как сейчас у нас пишут, первый, второй. А обрядовый календарь это. Люди жили согласно обрядовому календарю. Они смотрели, когда вот солнце, какой день, когда полнолуние, это учитывали. И в этот праздник они учитывали. И жили уже согласно этому обряду. Все свои действия, все свои поступки, когда сеять, когда пахать, учитывали обряд, который был в древности. Вот так такое было дело. Когда марийское национальное движение возрождалось в 90-х годах в начале, мы проигрывали, лидеры национального движения проигрывали вот этим вот силам, которые сдерживали рост. Когда в 90-х годах же были движения, которые нам не давали для того, чтобы становилось буквально марийское национальное движение. Я вижу, что деструктивные силы побеждают. И у меня зародилась мысль, что не может быть, что я их глупее этих товарищей. А ты понял, что для того, чтобы их победить, нужны знания. Знания нужны. А где искать, как это знание искать? И я поехал, жил в городе, поехал вместе с семьей жить в деревню. И начал собирать фольклор. То, что есть, то, что люди знают, что-то помнят, что-то записывал. То есть ходил годами и собирал фольклор. Но
записывал, но все равно, что бы ни говорили, они как-то все разрознено, нет такого вот, системы нет такой. И вот у нас было моление на Чумбулат горе, и там на молении мне жрец спрашивает, что бы ты хотел в жизни узнать? Что бы ты пришел, зачем бы ты, что просить у Бога? Я говорю, мне, чтобы Бог открыл сакральные знания. Я из-за этого. Он провел обряд молитвенный, провел о том, что помогли мне Всевышний открыть сакральные знания. И что вы думаете? Проходит некоторое время, и мне в голову как-то вот это дело пришло вмиг. А где может быть сакральное знание? И я понял, что это может быть только в языке. Больше нет такого способа, чтобы сохранить сакральное. Это как-то вот, как будто молния ударила мне в том, что я понял, что и сразу мне в голову ударило, что ага, это должно быть только в языке, потому что язык сохраняется тысячелетиями, передается из поколения в поколение. А где ключ к этому кроссворду? В самом слове Бог. Я действительно понял, что сам юма, это ю, это энергия, мо, это генератор энергии, то есть юма, это генерирующий источник энергии. Значит, она положительный заряд имеет. Согласно физике, если он имеет положительный заряд, то должен быть отрицательный. И в марийском языке само слово отрицание это ом. Ом отрицать. Ом. А что будет генератор? Мо. Оммо, сон получается в обыденном жизни. Получается, что движение положительное, юма и отрицательное. Оммо. Динамика и статика. Согласно физике, это значит что? Единство борьбы противоположностей. Закон космоса. И по этому фактору я начал дальше проводить размышления. И действительно так и выходит. Вот возьмите слово «елаш» – «жить». Для чего мы родились жить? Оно слово состоит, марийское слово «ил» и «аш», из двух составных частей. Русский язык ведь состоит из каких? В основном ведь суффикса, приставки, окончания. Но русский язык – это искусственный язык, а марийский он древний, он достратической формы язык. Так об этом говорит Педерсон, датский ученый. И я понял, что значит, наши слова, они сформулированы из рунно-филологических матриц, то есть из рунических форм. Вот Илаш, Ил и Аш. Ил – это божественный свет, Аш – истина. Значит, для чего человек живет? Для познания божественной истины. Сама информация нам говорит слово, что мы родились для того, чтобы для познания божественной истины. Видите? Дальше Ошклаш. Это значит, что такое Ошклаш? Это Ошо, Кл и Аш. Из трех. Ошо – это просветленный, Кл – связь, Аш – истина. Для чего мы куда двигаться должны? В просветленной истине. Что я хочу сказать? Что все марийские слова, древние слова, они нам информируют, дают сакральные знания. Для чего мы родились? Для познания божественной истины. Для куда мы должны двигаться? То же самое. К светлой истине. И так каждое слово информирует. И вот когда я начал это дело раскручивать, каждое слово изучать, как я мог, куда, сколько мог, и получается, что знание-то нам дается, информация. Древние-то нам заложили информацию. Даже в словах, вот допустим, растение, вот возьмите любое растение, оно гласит, что оно для чего служит. То есть можно медицинскую рецептуру найти, лечение каждой болезни заложено в марийских словах. Вот я такой вот хочу сказать, что нужно чувашам или там другим народам начинать надо искать сакральные знания в самих языках, в самом слове. Там оно есть. И вот филологам, сколько я обращаюсь, почему-то игнорируют, особенно и марийские все игнорируют. Все читают, смотрят, но никто не приобщается. И вот я вот обращаюсь, кто меня может слышать, я по этой теме написал книгу, я выступал даже на конференции в университете. Да, все правильно, а такой вот реального шага нет. Хотя я хочу сказать, что информация заложена в самом языке. Родниковая вода. Наша своя.
В прошлом году мы делали тройник, когда не удалось сделать. В прошлом году она не пошла вода, в этом пошла. Да? Да. Клуб пещер. Ну, по-русски глубокий пещер. И он оставляет все драгоценности. И дальше не заметил, вот отсюда прошел народ Булгар. Ну, 1200 лет назад, видимо, это было желаемо. То есть булгары остались там, а древних македонцев народ пошел, перемешавшись с местным населением, а все пещеры, вот он, глубь пещер, оставляет все, что он, так сказать, завоевал. Вот на этом кончается удивительная история. Как произошло народ булгар, переводе, конечно, на большие ну вот о чем я говорю. То есть вот чуваши на том месте, вот сейчас, исторически, как македонцы, между исчезновением, ассимиляцией полностью, чуваши современные народ. Вот для них это важнее, чем к сожалению. Мы, чуваши, сейчас превратились в гастарбайтеров вместе с узбеками там. Крыши кроем москалей, там, стенам, ценным, бедом. Мы не превратились, нас превратили. Все процессы управляемые. Согласен. Кто формирует. Согласен. Так вот, мы не нашли же дороги. И вы, может быть, не нашли, хотя живете географически туда, куда это сейчас. Это не она же арендует. У него есть. Но эта мифология очень важна. Мистика. Очень важна. Александр Македонский не просто нашел это место. Ему надо было пройти ядовитые земли, огни, там перечень целых 5, по-моему, таких образов, когда человек освещается. Вот я к чему это. Хотите, я покажу, где мертвая и живая вода. А кто скажет нет? Назовите там. Я покажу. А это глубокий смысл. Это не просто так естественно. Нет. Это смысл иносказательный. Конечно. Нет. Если не то, что... Возьмите любую вещь, где написано книга, роман, ну, какое-то произведение. Мы ее читаем. Мертвую. Но когда читаешь, она оживает у тебя в психике. Да. Вы поняли? И когда это ожило, мы открыли глаза, мы поняли, мы научились чему-то. И притворяем жизнь, это живая вода, научим людей тому, что мы творим. Написано мертвое, оживает в действии. Это переходный след. Он столкнулся с тем, что он многое понял, изучив, и как раз столкнулся с той мертвой водой, которая его оживила. Когда мы знания даем людям, оживая. Не у всех. Не у всех. Вот поэтому некоторые остаются мертвецами. Не в биологическом смысле. Мертвая вода одних мочит, уничтожает, а других оживляет. Поэтому вот слово мистика, это познание таинства, смысл чуваши, мистика. Я сам чуваша, пошли и очень всякие религии, особенно буддизм, я когда занимался, там буддизм, группа у меня уже лишний интервью, с ним вообще работал. Ну вот, приехал сюда, вот сейчас, вот если подписать, хороших отношений. Года два. Ну зачем приехал, я сам не знаю, он мне говорит. Духи чуваши здесь. Ну и подписать, может сказать, что Факелы потушат. Я думаю, может, когда вот Движение всесоюзных. Установить, да, здесь. Поддерживать. Соединяя сохранение. Если вы идете по дороге, видите, там, не знаю, я на дороге, ну, осень, такой погода, где-нибудь узбек лежит в старом шапане, это, скорее всего, суфист. Он спит. Ну, если не пьяница, конечно. Он спит. То есть узбек это спокойно. Я встречал лет 10 назад, когда общался молодой парень, и я увидел, он был лет, наверное, 35, Ну, я встречал с Софьей. ночь проверили, с ними было 15. Ну, встречал с Софьей, но это люди пожилые.
Сейчас всем дело. Подвезти, да? Это чье? Так вот, хорошо, когда он ушел уже в мир иной, составили 4 писания, Корана и основные, и направили в 4 столицы: Мекку, Медину, Куфу и еще одну столицу. Эти 4 книги. Я сейчас тоже не помню. Вот. Там у него еще Коран, а Коран писали люди, которым было поручено написать. И писал один самый человек, это Зейд ибн Сабит. Зейд ибн Сабит, который за это получил 10 тысяч долларов. Вот. И что? И туда они включили около 800 высказываний пророка Мухаммеда в Коране. Поэтому там определенно было общество на суннитов и шиитов. Сунниты, которые признали богодохновенными высказывания пророка, которые не попали в Коран. Нет, сунна как раз книга. Сунниты. А шииты те, которые верят в потом. Шииты, которые не признают высказывания пророка, которые не попали в книгу. Это шииты. А сунна это сунниты, Да, которые это книга. воспринимают книгу как и точка. Вот. И поэтому вот это, там у них разделен такие. И вот и складывается такое впечатление, что Они бир пухын дымыр мангун уявлама. Мангун ин халкын чип язык уяви. В общине шуба, шине шу пучвамыжы. Пырмышкун шуамы. Шине шуун пырмышкун. Шал анде январь пырмышынче инде бир шам гражданский календарь банде уявлапыр. Шине шу пучвамыжы. Кундан не перен хал. Тын аварли деваба шине шу пучвамыжы. Бара мангун был өмірден был кішнернегун уявланова. Хорда манатыр плеттер мангур перін уявзем, кавы шимек, ол қолда кішнернегун. Бара шамба, бара мангун да кішнернегун, уявзем де чипызык уявзем, перін кішнернегун идеш. Ну и появился монах. Великий. И вот на этой границе двух религий, еврейской и древний ассимилировал. Вот сегодняшний чуваш, он знает, что произошло все от одного Бога. Но что такое Бог, если спросите, я даже пойму, мало поздно. Это надо достаточно много разного всякого прочитать, чтобы понять душу и сердце. Это очень важно. А что такое Бог? Есть 3 направления. Скажем, деизм – это когда теизм, то есть вера. Когда Бог – это нечто существенное и имеет отношение с людьми. То есть напрямую. Есть, допустим, атеизм, ни во что не есть. Есть религия, которая, забыл как называется, которая говорит о том, что Бог – это вообще непознаваемое. Он мир создал со своими законами. И эти законы работают. Ну, списку зажил, допустим, закон горения и так далее. Но выйти на него через ритуалы и молитвы. Не он соединяется, как, допустим, вот, традиция христиан, мусульман, а человек должен выстраивать путь. Выстраивает путь, получится. А верит и ждет, Я когда сперва думал, что я такой умный, что вот я раскрыл вот такое. чуваши вот в этом. Потом, когда забил я Вот в это компьютер, и- что влияние Но мышления, книг то есть языка на мышление. наш ученый Там, оказывается, до меня 100 лет назад Цепфин, такой был американский пожарный, он раскрыл ее, рассказал. Оказывается, американские какие-то народы, индейцы, тоже любят неделю дверь постоять в этом месте, шатер снимают и пошли дальше. Или, оказывается, их воли, их языка требует, чтобы вид было движение, они никуда не идут. Вот я не говорю. Спасибо. Можно его ответить.
Где у нас восток? У нас там восток. Вам надо немножко туда-сюда. простор был, да? Восток там. А? Здесь восток? Восток у нас здесь. Давайте тогда здесь оставим, а сами сюда пойдем. Жрецы стоят, смотрят на восток, а остальные могут Ну там место надо. Да, да, да. Сюда, назад немножко тогда отойдите. Нет, нет, там проход. Да, 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 да. Да, давай. Добрый день. Вот сейчас мы начнем обряд. В честь, мы будем праздновать сегодня Чувашский Новый год, Мангун. Этот обряд делается весной. 7-я неделя от первого дня Шаф-Эрни, поворотной недели, до 21 марта недели, в четверг. Вот. И каждый год это так. В этом году мы знали, что этот день будет холодный, потому что новолуние она будет только 5 мая. Но мы 5 мая этот обряд продолжим уже в Ульяновской области на столице нашей древней Суваре, которую там мы недавно как бы локализовали. Вот сейчас праздник с чего это начинается? Великий день, Мангун. У нас идет сначала Калам праздник. Это в древнем мире, это очень древний праздник, Курита, хетский праздник. В переводе с хетского означает ворота, ворота в Новый год. В этот день было поминание предков, очистительные обряды, всякие, в том числе обряд Сирин и так далее. Весь день, всю ночь жгли на Мангунту костры. Ну, для того, чтобы это ритуально. Так до сих пор еще на Ближнем Востоке везде в этот день тоже жгут костры. И после этого огонь, старый огонь года тушится. И раньше старинным методом, вот трением бревна, специальный станок мужики выносили и разводили огонь Нового года. Это древнейший праздник. Вот мы потушим этот огонь Старого года, мы его потушим и разожгем наверху огонь Нового года. 12 факелов, 12 месяцев, принесем их, установим здесь. Здесь к нам, у нас сегодня, видите, очень почетные гости приехали из Мариэл, жрецы, Наков и мурский жрец Николай Трофимович. Они тоже будут участвовать в нашем обряде. Ну, раньше нас проводил этот обряд Федор Иванович Мадуров. Он, к сожалению, 19 февраля скончался. Вот. И теперь мы продолжаем его дело. И все вместе, дружно. Все, теперь дело за жрецами. Вода. Дима, вода. Тушить огонь. Вода нужна. Да, еще хотел сказать, добавить. Так как мы купили барана, прочее, все подготовились, поэтому если присутствующие, ну где-то на баран надо немножечко сложиться. Вот корзинка, ну кто что даст, всему рады. Все.
Яр, Тюлек, Тайчик, Кайдер, вся наша. Идем? Храм, свой национальный храм. Это сосредоточение всех искусств видов. Поэзия, музыка, театр, живопись, скульптура, архитектура. Здесь все. И здесь все будет теперь этим насыщаться. Все национальное. Вот поэтому мы и стараемся сейчас начинать это все насыщать. Вот из меня знапор. Bizim biri ana zınçır. Gezeceğim vakizem. Pire prahmaşa. Pire pursatıçır. Так. Повязка сурбана на этот наш кирмет означает то, что мы его оживили, вложили в него душу. Сейчас он нас слышит, и все наши мысли и чаяния будут услышаны верховным нашим Астатуром. Поэтому к Керемету нужно подходить с чистыми помыслами, с чистыми добрыми намерениями. Сейчас вы можете свои желания, обращения, обратиться, чтобы ваши желания исполнились. Для этого мы обращаемся к своим предкам. Кто не знает, этот юба, это центр, это ось. Говорю по-русски, потому что у нас гости, извините, да? Это соединение трех миров. Нижнего мира, мира нашего сегодняшнего и мира небесного, высшего. Повязав сурбан, мы соединили сейчас все три мира, и сейчас открывается портал. Вернее, он уже открылся, портал, поэтому будьте очень осторожны в своих мыслях. Thank you.
шлаковые кожи. Киль шултраем, яланах, шпутер. Целых путер. Поружеба, баракса, шамбеги, который не имели путер. Кильдешвар, шугартвар нишандан датата. Кильдя жабча нишанда сасян датата. Шапкужизен яланах, тугыш путер. Сылдық пулды, еш пулды. Шапшалашқалық пері нишандан көрді. Шапла булдыр. Шапла булдыр. Agora ayağına. Матур, покажи твои руки. Вот кто костер. Ну, давай костер туда. Костер. Начинаем. Вот так ходит хоровод. Чувашский хоровод не такой. Чуваш Юрий, Чуваш Юрий, Юрама Кольденько. Терлеме полезенько нам. Илемле чувашке бие, илемле чувашке бие, терлеме полезенько нам. Чувашский хоровод. Мы с вами сейчас замкнули цикл и запустили воронку добра. С добрыми мыслями, с добрыми помыслами замкнули этот круг. Şabla buldur. Şapla buldur. Şabla buldur. Şapla buldur. Şabla buldur. Şapla buldur. Ташлама пушла армор кальбы. Ищи сиксегаш мала. Тазалас тизей. 12 у нас. Сколько? Сколько пакетов? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Его прочел подобные обряды хетты и хуриты делали в первом тысячелетии до нашей эры. Но у них там еще богаче было. Там 12 быков, 12 еще... Много чего было по 12. Это у царя. У простых людей попроще Все было. сразу.
Собственно говоря, вот с этого обряда и недавно придумали обряд вот скулик Ви там в Иерусалиме. Сейчас это не знаю, там у нас селезенка. Давай. 4 показала. Всем обязательно. Очень правильный ритуал. Хорошо очищает. Сразу другой стал. Я тебя на ручках перенесу. Вот кубус тагильче. Это одинаковый марийский чувашский танец. Таши, солодая таши, солодая таши, мар. Сначала мы потушили старый огонь. Делается перед тем, как зажечь новый огонь. Еще говорят, потушили старый огонь и направились в олицетворяет предков Чуваши. И мы обратились к предкам, чтобы они дали нам добро на дальнейшие действия, чтобы они помогали нам в дальнейших действиях, чтобы они были с нами, присутствовали, но при этом не вмешивались в нашу жизнь. Дальше мы зажгли огонь Нового года, он у нас разжегся очень хорошо, и это уже означало как раз то, что природа приняла. Все, можно действовать дальше. Зажгли 12 факелов, это 12 месяцев, и поставили их рядом, чтобы они горели, чтобы все 12 месяцев были задействованы в природном цикле. И после этого сейчас мы уже будем готовить шудрет, национальное чувашское блюдо. Все его вкусим, это дары жертвенные, дары, можно сказать, богов для нас, и мы обязаны просто ими разделить эту еду с духами. Вот так вот назовем. Вопрос такой задам, я его сегодня слышала. Многие не едят сейчас мясо, не употребляют в пищу. Почему мясо является важным элементом? Важно ли его использовать? Можно ли обойтись без мяса? Но мы идем по сохранению традиции. Мы все-таки эту традицию сохраняем, как она была, нисколько стараясь не изменить, все сделать именно так, как было раньше.
В этом и есть смысл сохранения обрядов. Конечно, никого мы не принуждаем есть мясо. И, если честно, у нас у самих тоже немного сердца не на месте, что приходится так делать, но тем не менее у чуваши считается, что баран, которого приносит в жертву, для него это великая честь. И его душа после того, как это случилось, она потом имеет право перевоплотиться в человеческую душу. То есть баран считает, это не считается, да, что для него это прямо великая награда быть преданным Богу. Мозг планеты, вот это, горы Урал, перегородка головного мозга, Восточная Сибирь. Это одна перегородка, одна полушария, и мы, Восточная Европа, другая полушария. И вот согласно предсказаниям бабушки Ванги, допустим, или другим таких вот, они говорят о том, что все религиозное сознание выйдет по Волжье, от древних народов, древней религии. Когда вопрос задавали ей, что будет с религиями мира, она сказала, что все религии мира отомрут. По Волжье выйдет древняя религия, она охватит весь мир. И вот это вот начало, оно идет. И вот то, что чуваши здесь возрождается, это прекрасно. В Татарстане тоже тенегрианцы начинают. В Казахстане очень сильно идет. Даже в Англии там собираются миллионы уже людей в Стоунхендже. И вот это с головного мозга планеты уйдет. И мы будем 2160 лет, отсюда религия будет управление вести. А в эпоху рыбы, когда, помните, 2160 лет назад привели туда Палестину. Почему так? Потому что земля наша имеет, она живая, имеет головной мозг, печень, ноги, руки. Печенью планеты является вот Израиль, Палестина. И вот туда, в эпоху рыбы, космос работал на них. И вот оттуда 3 религии вышло. И сейчас вот эта религия выйдет от нас. Мы будем этим вещам. Так что чуваши, здесь очень много народу. Из нашего региона, из нашего Волговятского региона, можно сказать. Во время войны на 1000 человек было 22 генерала. То есть места рожают таких людей, которые выходят на такой уровень управления. И это не случайно. Это наш край. Да. Игорь. Да, и у Чувашии тоже генерал. Да. Наш край здесь. Почему? Товарищи, сейчас Средняя полоса вот России. и сейчас еще несколько слов вот здесь скажем на этом месте. Сюда пройдем. Вот здесь, знаете? Сейчас как бы основное должно быть. Самое главное, ведь это не идите сюда, агапусные, квачунарные, прожигание костра — это не самое главное. Приготовление в шурбе — это тоже не самое главное. Самое главное — это те слова, которые мы скажем. Вот эти слова вот именно сейчас бы хотелось сказать, потому что как бы основные, то, что прелюдию мы все сделали. Что мы сделали? Мы потушили костер прошлого года, разожгли костер Нового года. Потушив костер прошлого года, мы сожгли все то плохое, что было в прошлом году. А в новом году, на костре Нового года мы очистились символически. У столба, у юба мы помянули наших предков. Оставили как бы Кудыма, сара, пиво налили, яйцо, хлеб положили, чтобы они
в том мире были сытыми, чтобы они были довольными. И сейчас вот, начиная Новый год, а Монгун это как раз день Нового года. Монгун Шинежу Кунева, Шинежу Пшонат перенял Валгидева. Оставим нашим обычаем, именно в Монгун начинается Новый год. И вот сейчас Монгун с Магизем, Зем Шинежуа, Ужаще, они как бы новые слова, те слова, которые мы скажем именно сейчас. И попрошу, конечно, уважаемых Джаваров, жрецов тоже как бы сказать слова и потом и перевести на русский язык. Да, вот, например, говорите на своем языке и потом переводите, чтобы мы все поняли, какие слова вы на Новый год представляете. Я подпишу Порядный мир. Тура Пуштаямпа. Сегодня мы поклоняемся Богу Тура. Тура Знампа. Мы вспоминаем, как бы обращаемся к Тура. И уже с хорошим настроением. Ивара Хамар, Ивара Туржаны Эдапар. Мы просим у Тура. Ирвасывых пар. Дай нам здоровье, добро. Перед Аджазине, перед Ирвазине, Херзине, Ирвасывых пар. Дай нашим детям, дочкам, сыновьям здоровье и добро. Перед Ачсеем Амчар. Наши дела пусть будут успешными. Шузим Ужелчар. Пусть наши дороги будут откроются. Тура Тавсана, Тура, благодарим тебя. Пере Анман, Пере Пушсабр. Не забывай про нас, помогай нам. Тавасана Тура. Спасибо тебе, Тура. Тура Пуштаямпа. Постой, Мара. Тал, татунен нал, тал тунет, тунет викал, кен тот на чем фонна, тал, толдон нал, зорутлы, дунес тататемит фонна, тал тунет, кошка темет фонна, башкала улонес, котыриш вайде, аламая жовтемет фонна, виллы, пани зметазечку. Я благодарю Богов своих за все, что у меня есть. Благодарю за встречу с вами, за то, что он дал мне такую возможность познакомиться с новыми людьми. Я благодарю его за вчерашний день, за дождь и ливень проливной, который очистил землю, напитал ее, очистил и меня тоже. Благодарю Ильмара за то, что разрушает он все старое. Пусть освобождается земля для нового. Пусть мы поймем, что это во благо идет нашей земле. И именно сегодня наша работа, жрецы нужны на этой земле. Для этого мы здесь сегодня собрались. Хоть и немного нас, но очень важно, что мы есть, что важно, мы сейчас стоим рядом. Моя тykkäs kusne alandi joskus ilma strongerateks, tynjädemmas ketsavar, todavar, mitavar, mandavar. Kuuserlagas on se strongerateks on merjemmas alaldinak strongerateks on. Alaldinak strongerateks on kumpyssä sochinavar, kukkudar pianvar, alaldinak strongerateks on. Sitten perkeen puolet perkeen sivinno perkeen suaskalplanat, parikalplanat, putkalplanat, slasanat, suaskalplanat, putkalplanat, slasante. Alaldinak kinne perkeen puolet perkeen sivinno perkeen, perkeen suraperkeen. Perché va a ser perché se la che sono che sta là. Men du lista på masta. Merge mo rusne soga. Vas vas gera te soga. Mo kala på masta. Taina. Kolku so pildo pitso so cha tukar kuri da tie soga. Починава. Алла de нагдика. Гера те сога. Я в краткой форме я просто чтобы объяснить, когда сказал, обратился я к Богам, чтобы было у вас изобилие и материального достатка, и предлагаемого, и все, охраняли вас в далеких и близких путях ваших детей, ваших внуков, и что суждено нам родиться, так и пускай наши народы будут в дружбе, в мире
так будет, как раньше тысячелетиями жили между собой, без войн, без репрессий, без всяких, и так и тысячелетиями, чтобы народы Поволжья, которые не знавшие между собой ссор, драк, скандалов, войн между собой, так что они проживали жизнь в будущем. Свободными, достатки и благополучие. Вот я так помню. Şapla buldur. Şapla buldur. Şapla buldur. Aslı doğru bunu keremet. Dijin zamır bir değil. Parnya. Şun. Birinci melya biren sarvarna şamna toğanza biret bir fen tadinde şu atarayma burada bu kajar bire. Şun maldan ağınca bir kamır halı uprama. Çircerden tırle nujazınca upra. Kamır babırla burnadan kürjügalık sene, şarmız sene, irjegalık ne, udmurtkalık ne, tudargalık ne, ırızgalık ne, tadagüttigalık sene upra. Bizen burada gergelligine buldur. Kilince yağanak bizim acabıcı sassıgına elinzededir. Burcu, hen, çir, tabraşne bizince şülgen alır zembedir. Sirzedir. Tavziri. Tamam. Ay aslan şurada doğru. Muhtavsana. Yere baylar jince şarında kujuş sattama şarında şitme may balışın. Yerin abat şime stejince yalana abat şimeli buldu. Şıgırtvar bunujun tavda vapı. Yerin şıvırma tıma hijol bunujun tavda vapı. Varle işse şime şin zembe hodşunma yıldaşsem tavani zembe buluşun tavda vapı. Şambekte malalat yerin buldu. Şambekte kurmala tuzla yıldaşlı buldu, sığlıklı buldu, todalı buldu yerin bulmuş. Те бахутся на пушта якор Мухтавдура. Чинтада Евгений Николаевич Васильевич. Бөлік сымақ қуазамды. Мүжін дезейн маршрут по Ибирючка демократии хавай детимек чинбега. Ибирюк бунда две жрец скына жеш калазан мол тресмар был маршрут. Чин хойн шумшцене, чин хойн эмицине калазан ну терезекне воеводах топуле. Куда каждый хан килине вырос черебей, талан черебей, чваш черебей, икты черебей, калазан велик сама иди терспуле. Может по чувашским чейгол шулыкнче, шавандада чувашским чей ютын юбей тыкцадыр аган пюке айынче курылзашкын, шак иридавра Штарны халыға бөрлік, сывлық, келез ұнады. Бізден көрген мерлік өзінше, ерін шақ халықсын күшінше, бірші көрсе ан болды, ерін көрінге келіштерзе болын алла. Естіне әлжақта егеріш келіштерзе болын алзан, ерін қашты халық үйірін болынзан, өте зем бірерін кетме бұлда ашы. Кишак Богатраки, казахта Хартурда, Лепу, Малапурда. Шапла булdur. Чтобы наш народ не только языками понимал, но и душой друг друга понимали, правильно? Да. А можно я спою? Давай. Это как молитва, обращение к Богу. Мир, родной, любимый. Господь, открой сердце мое и услышь наши все обращения. Пустой море, пустой море, пустой море, пустой море. Остойне море, остойне море, остойне море, остойне море, мусоє мина,
Deleskame Ostainare Там. Уранчолши шоралзан Килет ворман Килет ворман Килет ворман Илеме Керзем вояй тухсасон Керзем воя тухсасон Килет ворам, килет ворам, килет ворам илеме Урон жужи, урон жужи Урон жужи тогонзан Каять ворман, каять ворман Каять ворман илеме Керзем бойран, керзем бойран Керзем бойран, керзесей Каять урам, каять урам Каять урам илеме Şak yürüzem diye pirin parnezem bulçer, veder madırniye, pire kusadrat kule, git kule. Это песня «Пусть будет подарком» для Федора Ивановича Надрова, который за нами сейчас наблюдает. Да? Если, может быть, кто-то еще добавит еще слова. В основном набирались сербов, греков. Сами сербы и греков с удовольствием своих детей, мужчин, отдавали султану. Почему? Они хорошие зарплаты получали. Больше них только там получала знать. Вот так. И вокруг котла. И так и называлось. Не десятка слово 10, конечно. Ну, вот котельные. Вот собирались, вели беседу. В мирное время один раз, в военное 2 раза. Это была лучшая армия 16-14 веков. Потом, конечно, они немножко... Вот такая история. Вот и мы собрались. Нас собрал не только священный огонь, но и баран, который священным является. Так, Блюдо, да. большое Большое То блюдо. есть солдаты, допустим, или там киргизы, ну все-таки воевали и прочее, а вот уже эта десятка, как говорите, и пиво, что они ели, они уже должны были друг друга не только понять, это братство. Это боевое братство. Ну, у нас воинские звания, значит, десятка это предводитель Бунби, 10 десяток это Щарби, значит, 1000 это Пинби, а главнокомандующий это уже Эмби. Это звание это досталось. И деревня, где вот стоял сотник, Щарби, до сих пор так и называется, Щарби. Щарби. Да. Так, много у нас их Щарби. Цивильский это Щарби на чувашском, да. Говорят, там по-разному, да. Вот насчет янычар. Не только там были самые грамотные, оттуда бралась вся элита турецкая. Давайте Да. общий снимок Не сделаем. только Давайте. писарчуки. Мы только вот так стоим. Ну-ка. А кто у нас был? У нас же был фотограф. Где он? А вот Чар. Прижимайтесь, ну прижимайтесь. Два этажа не буду. Вперед, вперед, встань, встань. Да, подожди, а где?
Я понимаю, я спрашиваю, куда мне встать? Вот сюда, подождите, сюда. Вот, На мой тоже. Щелкнешь потом. И куда ведешь? Куда держишь? И куда держишь? Она не работает? Работает. Главное, чтобы ее не опрокинули. Ты наряд не меня. Дима, иди с этой стороны так посмотри. Сейчас ищите, да? Я сзади стал. Ты куда ушел? Вот. Ну, Мы потом готовы? сейчас скажем. Не отвлекаться, смеешься. Другой аппарат. Там можно было за статью какой-нибудь. Так, подожди. А это с чего здесь? Сделаем кадр. Да? Ну, давай. Командуй. Вот вы сообщите потом вот эту организацию, когда у вас будет тут по поводу врагов. Мне это очень интересует. Вот пока Послушать, посидеть. мы провели уже в прошлом году небольшой съезд. Только какой съезд? Он всего лишь учредительный был, чтобы дать толчок. Да, но это тоже немало. Да, а вот сейчас хотим уже провести серьезный, чтобы были все. И там, как говоришь, десятки, проще все, чтобы разделено. Вот это там связь. Совершенно верно, так и надо. Связь налажена между собой. Да. Куда, где позвонили, туда прибыли, чтобы уже. Ну, даже меньше 100 тысяч. Меньше Ишкаралы, что ли? Да. Нет, в Ижевске 700 живет, я говорю, удмуртов. 700. Удмуртов мало. Но они эти 100 тысяч объединены как-то? Какой-то К сожалению, организацией? у нас нет такого неформального объединения. У нас очень сильные общественные организации, которые под крылом государства. Ну, Вот хорошо. они самостоятельно работают, а у нас все контролируется КГБ, государство. Хорошо, контроль, но они понимают, что будущее где должно лежать? Ну, конечно. Да? То есть это понимание есть, да? Вот человек. Потому что 100 тысяч тоже немало. Как вас зовут? А отчество? Вы от себя напишите. Без отчества можно. Мы в честь этого Радвина третий год проводим каждый год молитвенное такое стояние. И к нам в прошлом году приехало 7 милиционеров, один пожарник, и нашли мы свечи, вы зажгли свечки. Так, протокол составили. За свечу. За свечу. А как он? Вот так вот. Вы что, возле Мы в лесу же деревянного дома стояли, что ли? в лесу, Чтобы, так сказать, поджечь хотели. 3 июля, да? Нет. 10 сентября. Для них из искры родится пламя. Протокол составили. Вот пламя и есть. Человек себя сжег, поджег. Вот это и есть пламя великое. Это даже больше, чем Удмуртия. Вот за счет Радвина-то боятся его как там. Вот это пламя, это больше, чем Удмуртия. Это и чуваши здесь. Все по Волжу. Все по Волжу. Вот нужно Это было... очень интересная тема, слушайте. А вот, между прочим, вот У вас чувак- есть художники хорошие? Есть. Так, слушайте, вот на все по Волжье, вот она. Человек в пламени стоит. Но они тоже художники, ведь такие люди-то. Они кормятся под правительство. Они боятся. Подневольные. Невольные. Там и такие. Ну хорошо, пусть такие, а что других нет таких свободных? Это найти надо, может быть, какого-то, который не очень-то известный, не очень-то известный, который на себя работает. Такой вот. Есть такие. Мы даже учредили орден. Орден учредили. Орден не могли мы заказать в Мариэле художника. Украина нам сделала, Украина сделала. Это, а что, художников не было? Есть много, но боятся. Так мне сказали, я вам сделал. Украинцы сделали.
Караул, слушайте. Караул. Это же идет не только там Удмуртун говорит, это повсеместно по России убирает национальные особенности народа, чтобы сделать единую серую массу, управляемую. А почему тогда Кавказ-то боятся они? Да потому что за ними горы. Подожди, вот какой Кавказ? Вот была я в Абхазии и спрашиваю, как у вас языки все, у них тоже самое. Я вот думаю, что на Кавказе хотя бы осталось. Картошка, мясо. Это куплю. Товарищ, который в этом городе жил. Проходим по улице, и он навстречу нам группа молодых людей, накачанных. Что вот, как бы, пусть простят, что Приняли наш дар, чтобы нам надо их позвать сюда, чтобы вместе с нами тоже. на русский переводитесь, это совместное поедание еды с нашими предками. Сейчас шинели. Да, апре. Пока толочень. Да, суйлазайли пролайх. Симжерахине. Оксана, тут мы. Шабары. И в Кемде, я в Шагардезе. Туда. Я проверяю. Нормально. Я хелле. И больше хавала. Или книги видите. Кемде. Так. Во главе стола шандалар. Куда? Сейчас сакварит кормили. Kuşlarında hamur bazı yazınca hamurun kun şul ya tarza Çavaşlı tam bitirgizi. şeni şul kuşlarım. Yılın şeni şulda bize keleli bulmalar buldur. Ne bir hamur şoğuştan purnuslan malla buldur. Bireşak bu şoğuştan purnuslamashkın. Şulgi doğru da birin nezilsem puluşsa bıçır. Bize şoğuşsam birin şoğuştan şoğuşlan izine bize bire yalındak malalla purnma, malallı şoğuştan purnuşak etmeşkın. Puluşsa bıçır. Şavna mayı bir hal. Abat kuştarza zenya. Şu klepper kunda kuştak uğulatçı kasa var. Kunda hurrapar. Сидел же мен бургени везде хумалла. Шимарда. Шимарда не бар кunda көгөл бар. Шимарда. Вот. Везде туды болчу. Епір шиния бала. Везде батне шитче. Везде батне шителмешкен пазыр епір пусан юрене шуне суыне хурса падымыр, шундардымыр, шавыл зембатне шитне, шалынба бірле ақша капатта, ебір шейген апатта зембатне шитте. Халкунда астивсе шиме буладын де. Через себе қаласы күнда сыра шиме бұшламалат шыға, сырадан бұшламалат тебе не бұл ебалана. Кушса ақ шаш, куда кушса еледеп, хама валю кушса еледеп, Kuna Siriya baradып, şavındalайар, akundala, kuna ilce, kuna Siriya депре baradып,
а пуста приняв, пуста Передавайте каждому так. отломайте и передавайте вот это по кругу. Надо было, конечно, целый хлеб. Сейчас каждый себе ломоть возьмите. Вот так вот. Каждый по кусочку хлеба взяли. Каждый по кусочку хлеба. Вот ломите. Помню, это делали наверху там. Давайте. Вообще надо буханку руками ломать, Да, да, да. и это друг дружке в передавать. обе стороны надо было передавать. Ладно, что, поломаю сами. Ну, в смысле, ножом резать нельзя. Понятно. Ебргаль килежу вапар. Мы делаем сейчас соглашение. Да. Вот будем хлебом друг друга вот так вот Чокаться. Да. Чокаться, да. Соглашение. Чокаться, а мы вот так стоп. килежу Давай. Вот каждым вот так вот. За дружбу. Будем жить так За мир, вместе. за мир, за мир. Хлеб. Да. Вот Чтобы так. мир был. За наше возрождение! За наше возрождение. Вот возрождение, да, на самом деле. Вот, наверное, возрождается у нас. Да. С этими мирно жить. Возрождение возрождаем. Да. Дмитрий. Мы с тобой чокались. На следующий год уже у нас будет больше. Во всем мире? Мы ни с кем не воюем, мы возрождаемся. Чтобы сбывались наши мечты. То, что мы здесь говорили, то, что обсуждали, все, что было. Наша энергия уйдет в космос, Вселенная нас услышит, Да. и будет все хорошо. Шаблабулдер! 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 Аллах лиже. Больше не наливайте. Как не наливайте? Как? Вам самим себе. Нет, это... Вот тут дали вам, да? А вам здесь есть? У меня есть. Здесь есть. А вам самим? Спасибо, да.